Как много лишнего мы слышим в дни побед. Но только этой патоки с елеем не верят те, кто в 10 лет питался в основном столярным клеем. А время умножает все на ноль, меняет поколение поколением. И вот войны, подлеченная боль, приходит лишь весенним обострением. В 1941 году, в июне, на советскую землю покусился бесцеремонный, вероломный немецко-фашистский захватчик. Он встретил сопротивление доселе немыслимое. Все народы Советского Союза сплотились. В их числе был и славный, добрый, миролюбивый башкирский народ, создавший национальную 112-ю башкирскую кавалерийскую дивизию. Об этом сегодня мы вам и расскажем. События войны развивались стремительно. Величайшим напряжением сил осенью удалось остановить врага под Москвой и Ленинградом. Требовались резервы. 13 ноября 1941 года ГКО принял постановление о формировании национальных подразделений, 15 ОСБ и 20 кавалерийских дивизий, в их числе 112-я и 113-я кавалерийская дивизия. Задача легла на местные органы власти. 17 ноября 1941 года, получив согласие Бюро обкома ВКПБ и Совнаркома БАССР, было издано постановление, определяющее порядок действий по формированию дивизий. Обеспечить бойцов всем необходимым предстояло за счет колхозных и районных ресурсов. Исходя из республики, было передано 13 тысяч лошадей, упряжь, обмундирование и фуражи. Бойцы должны были быть обеспеченными лучшими строевыми лошадьми и снаряжением. Легендарная 112-я башкирская кавалерийская дивизия, впоследствии 16-я гвардейская Черниговская, не являлась единственным национальным формированием в годы Великой Отечественной войны. Еще летом 1941 года такие национальные дивизии создаются в прибалтийских республиках по инициативе местных коммунистов. Это латвийская, литовская, эстонская национальные воинские соединения. Почти в это же время создаются национальные дивизии и в Закавказье. Дивизии армянская, азербайджанская, грузинская. Такая система комплектования воинских армейских соединений во многом себя оправдывала, поскольку стояла проблема языковая, проблема воинской подготовки, выучки, политика морального состояния солдат и офицеров нерусских национальностей. Судьбоносной для нашей республики стало постановление Государственного комитета обороны от 13 ноября 1941 года. Перед несколькими союзными и автономными республиками ставится новая задача по комплектованию таких национальных формирований. Всего планировалось создать 20 таких соединений, дивизий национальных. Из них только 5 удалось скомплектовать, и они были признаны готовными для участия в Великой Отечественной войне. Перед Башкирской ССР была поставлена задача формирования 2 таких дивизий, 112-й и 113-й. Достойно удалось подготовить к войне одну 112-ю
башкирскую кавалерийскую дивизию, чей боевой путь начался уже в июне 1942 года в составе армии Брянского фронта. Значительное число командиров было отозвано с фронта из других военных округов. В декабре 41-го, январе 42-го прибыли постоянные командиры полков: Кусимов, Нафиков, Макаев. 25 декабря 1941 года с московского направления после тяжелых боев под Волоколамском прибыл и вступил в должность командир дивизии полковник Шеймуратов, отозванный с фронта с должности первого командира особого кавалерийского полка в составе гвардейского корпуса Даватора. Шеймуратов – заслуженный человек. Командир 112-й башкирской кавалерийской дивизии, полковник, впоследствии генерал-майор, участник гражданской войны, закончил Академию имени Фрунзе, знал множество языков – английский, китайский, татарский, уйгурский и казахский, работал военным атташе в Турции и Китае. В 1941 году полковник Шеймуратов был назначен помощником начальника отдела Генерального штаба Красной Армии и командиром части по охране Кремля в первый особый кавалерийский полк, который вскоре был направлен на фронт в составе корпуса генерала Даватора. За бои под Волоколамском на подступах к Москве Шеймуратов был награжден вторым орденом Красного Знамени, и после этого он был назначен командиром сформированной Уфимской дивизии. 22 марта 1942 года, в канун 23-й годовщины со дня образования республики, председатель Президиума Верховного Совета в торжественной обстановке вручил 112-й кавалерийской дивизии знамя Президиума Верховного Совета Республики. Вторая мировая война. Война моторов и машин. Использование кавалерии кажется абсурдной мыслью. С одной стороны, опыт Западного фронта Первой мировой войны показал, что использование кавалерии против долговременных огневых позиций неуместно. С другой, опыт Восточного фронта, Русского фронта, Гражданской войны, где кавалерия оказалась авангардом любых наступательных операций на растянутых флангах, в маневренных атаках. Во Вторую мировую войну традиция продолжилась. Наряду с танками кавалерия участвовала во всех крупных наступательных операциях, заменяя, а подчас и полностью нивелируя все преимущество немецких моторизованных подразделений. В апреле дивизия отбыла со станции Дема в состав действующей армии на Брянский фронт. 1 мая 1942 года она вошла в состав 8-го кавалерийского корпуса и заняла оборону на стыке Курской и Липецких областей. Со 2 июля 1942 года 112-я кавалерийская дивизия участвует в боевых действиях 3-й армии Брянского фронта. Под Воронежем наши войска оттягивали силы немцев от Сталинграда. Первый большой бой башкиры приняли на реке Алым. Полоса обороны в 12 километров в 2 раза превосходила возможности дивизии, но под командованием генерала Шеймуратова 112-й кавалерийской дивизии удалось отбросить превосходящие силы врага. 13 июля 1942 года в газете «Красная звезда» появился очерк в башкирской дивизии Симонова, незадолго до этого посетившего дивизию и опубликовавшего статью о подвиге бойцов в дивизионной газете. Приближалась зима. В ноябре 1942 года от Балтики до Волги фронт обороны казался немцам неуязвимым. Господствовало мнение, что русские едва ли в состоянии начать крупное наступление с далеко идущими целями. Однако еще в сентябре командование Красной Армии начало работу над планом полного разгрома армии Паулюса. Операция получила название «Уран». Численный перевес советских войск был незначительным, и успех «Урана» зависел от мастерства солдат и командиров. Будучи первой крупной советской операцией на окружение, фланги которой растягивались на десятки, а то и сотни километров, кавалерия должна была сыграть решающую роль в обеспечении онных. 8-му кавалерийскому корпусу, в который входила башкирская кавалерийская дивизия, была доверена ответственная задача. Он был подчинен ни много ни мало 5-й танковой армии. Фактически кавалеристов ставили плечом к плечу с элитой, с танковыми войсками. Задачей кавалерии было создание внешнего фронта окружения и работа на коммуникациях. Части дивизии совершили 500-километровый марш-бросок и заняли рубежи на правом берегу Дона, чтобы отрезать снабжение и замкнуть окружение 6-й армии вермахта. 24 ноября 6-я армия была полностью окружена. В котле оказались 260 тысяч человек.
За месяц тяжелых боев в Донской степи дивизии было пройдено более 400 километров, уничтожено 3000 фашистов, полсотни танков, 6 самолетов. Трофеями стали 5 оружейных и 8 продуктовых складов, около 2000 солдат и офицеров, взятых в плен. Наступление продолжалось. Необходимо было отрезать пути отхода немецкой группировки на Северном Кавказе. 112-я кавалерийская дивизия должна была перейти наступление, выйти на железную дорожную магистраль в районе города Чернышковский и станции Чернышков. 3 января 1943 года 112-я дивизия двинулась в бой. Кавалерийский корпус действовал совместно с танковыми дивизиями армии в конном строю. Станция и город были освобождены от немцев. В результате были открыты подступы к городу Морозовскому. Город был окружен 2 линиями обороны. Гарнизон немцев составлял здесь более чем из 3000 бойцов. Обойдя Морозовск с юга, танки и всадники зашли в тыл к немцам. Башкирская конница рысью ворвалась к юго-восточной окраине города. Узнав о том, что советская кавалерия и танки вошли в тыл, немцы замешкались. Началась паника. К вечеру гарнизон Морозовска, зажатый с 3 сторон, был разгромлен. К концу декабря войска Юго-Западного фронта вышли на рубеж города Белая Калитва. Личное мужество бойцов дивизии и ее командира Шеймуратова позволило освободить восточную окраину города. Не успев отправиться от тяжелых боев, Шеймуратов поставил задачу занять укрепленный плацдарм на западном берегу Северского Донца в районе шахты номер 3. Для выполнения этой задачи из 1-го эскадрона 294-го кавалерийского полка была выделена группа, состоящая в основном из недавно прибывшего пополнения под командованием лейтенанта Атаева. В ночь на 21 января группа скрытно подошла к вражеским дотам и дзотам, с помощью гранат ворвалась с них и закрепилась. Утром немцы, очухавшись, попытались вернуть рубеж. В атаку бросили пехоту, бронетранспортеры и 2 полка СС. Атаевцы отражали атаку за атакой. Ряды советских воинов редели. Бойцы стояли насмерть и не отдали ни пяди земли. Подвиг атаевцев является ярким и самодостаточным аналогом подвига 28 панфиловцев. 13 марта 1943 года лейтенанту Атаеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, а бойцов группы наградили орденом Отечественной войны 1-й степени. Много подвигов за годы Великой Отечественной войны совершили воины 112-й башкирской кавалерийской дивизии. 78 из них удостоены самого высокого звания Героев Советского Союза. Среди этих героев особое место занимает подвиг лейтенанта Атаева Анаклыча. Вместе со своей группой воинов из 30 человек лейтенант Атаев удерживал высоту. Всех их представили посмертно к высокому званию Героев Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР такое звание Героя Советского Союза 13 марта 1943 года было присвоено лейтенанту Атаеву Анаклычу. Задаемся вопросом, можно ли проводить аналогии подвига 28 панфиловцев и подвига атаевцев. Представляется, что такие аналогии возможны, поскольку и те, и другие вели неравный бой, и те, и другие не пропустили противника, задержали его на своих участках. И в том и в другом случае составы были интернациональными. 28 панфиловцев – это русские, украинцы, казахи, киргизы. В группу Атаева, которая была пополнена после Сталинградской битвы, сам Атаев был туркменом по национальности, вошли, кроме башкир, татары, узбеки, каракалпаки. Однако стоит задуматься над тем, что 28 панфиловцев, они вошли в учебники истории, они стали символами Великой Отечественной войны. Хотя в последние десятилетия предпринимались попытки оспорить их подвиг. О лейтенанте Атаеве, их подвиге, к сожалению, знает, наверное, только узкий круг профессионалов-историков.
26 января 1943 года 112-я дивизия получила благодарность от Верховного Главнокомандующего. В ходе Сталинградской битвы башкирская кавалерийская дивизия понесла большие потери. Но и немцы потерпели поражение, оправиться от которого уже не могли. Наступление выматывало людей, расходовало ресурсы. Фронт постепенно стабилизировался. 31 января 8-й кавалерийский корпус, действующий в составе 3-й армии, получил приказ наступать на Ворошиловград. После упорных боев на подступах к Ворошиловграду 10 февраля 1943 года командир 8-го кавалерийского корпуса генерал-майор Борисов получил от командующего 3-й армией генерала Лелюшенко приказ войти в тыл противника, совершить глубокий рейд в западном направлении, перерезать дорогу Ворошиловград-Дебальцево, занять железнодорожные станции Чернухино и Дебальцево. Этот рейд оказался славной и фатальной страницей в истории дивизии. Начальный успех операции немцам удалось парировать вводом новых и свежих боевых дивизий из Западной Европы. Фронт стабилизировался. В этих условиях кавалерии, находившейся в тылу врага, угрожало полное окружение. Первоначальный успех был омрачен трагическим окружением и разгромом легендарной дивизии. Корпус вышел в рейд один. Намеченные для рейда 1-й механизированный и 2-й гвардейские танковые корпуса действовали на других рубежах. 11 февраля 112-я кавалерийская дивизия прошла Павловку, Элерию, Маломартыновку, Анимисимовку и утром 12 февраля сосредоточилась в Селезневке. К этому времени дивизия была укомплектована личным составом на 45%, лошадьми на 35%, орудиями и минометами на 30-40%. Поначалу выход 8-го кавалерийского корпуса южнее Ворошиловска вызвало панику у врага. Тыловые части начали отступление в сторону Сталина, ныне города Донецк. Командующий немецкой группы армии Дон, фельдмаршал Манштейн, принимал срочные меры для устранения нависшей над группой угрозы. В район Дебальцево были срочно переброшены немецкие 62-я, 164-я и 304-я пехотные, 6-я танковая дивизии, другие отдельные части, в том числе авиационные. 112-я кавалерийская дивизия шла на юг, в направлении Чернухина и Дебальцево, кромя по пути встречающиеся гарнизоны. За проявленную отвагу в боях, стойкость, мужество, героизм личного состава 8-й кавалерийский корпус 14 февраля во время рейда был переформирован в 7-й гвардейский кавалерийский корпус. Приказ с соответствующим переименованием был выброшен над штабом корпуса из самолета с вымпелом. Пятидневные тяжелые бои на важнейших коммуникациях противника с подходящими со всех сторон резервами основательно истощили силы корпуса. 15 и 16 февраля наступательные действия результатов не дали. Дивизии закрепились на занятых рубежах. Введение в бой новых, свежих, полнокровных дивизий из Западной Европы и Кавказа, перестроение боевых порядков, общая стабилизация фронта – все это позволило немцам переломить чашу весов в свою сторону. Дивизии угрожал разгром. В полках оставалось по 120-150 бойцов. Одному-двум орудиям. В этих условиях части конницы уже не могли развивать первоначальный успех. Советское командование, советские войска исчерпали свои наступательные возможности и не могли деблокировать корпус, помочь ему выбраться из этого фатального рейда. В этих условиях командование армии предложило Шеймуратову переходить к партизанским действиям. Но это было невозможно. В условиях южно-русской равнины ни болот, ни лесов не было, и спрятаться было попросту негде. Рано утром 23 февраля сводный отряд из частей 16-й гвардейской кавалерийской дивизии прошел по следам разведчиков через поселок Артемовск и остановился в лесу напротив поселка Юлина-1, намеченного в маршруте для выхода из резерва. В эту ночь на 23 февраля командир корпуса Борисов вызвал к себе Шеймуратова. Ему было приказано преодолеть оборону противника. Все доводы комдива о том, что надо занять круговую оборону, выслать сильную разведку, выяснить обстановку, подтянуть артиллерию и тыловые подразделения, и лишь потом начать двигаться, командир корпуса отверг и в категорической форме отдал приказ о немедленном наступлении. Шеймуратов подчинился приказу и дал команду начать движение. 15-й и 16-й кавалерийской дивизии непосредственно противостояли, замкнув внутреннее кольцо окружения, 62-я, 302-я, 304-я, 306-я пехотные дивизии, а также 6-я, 17-я и 22-я танковые дивизии и бригада СС «Шульт»
Шеймуратов разделил корпус на 3 колонны и ринулся в прорыв. Советские войска со стороны фронта 20-25 февраля сделали все возможное, чтобы помочь 7-му кавалерийскому корпусу, и понесли большие потери – 2000 убитыми и более 6000 ранеными. В историческом формуляре 16-й гвардейской кавалерийской дивизии о завершающем дне рейда записано: сводный отряд отдельными группами и одиночками просачивался через линию фронта противника, и к исходу 24 февраля полностью вышел из рейда, соединился с частями 14-й кавалерийской дивизии, без вести пропал 24 февраля 1943 года и не вышел из рейда командир дивизии генерал-майор Шеймуратов. В тяжелых боях за время прорыва из окружения погибло 2263 воина 16-й и 15-й гвардейской кавалерийской дивизии, 320 человек взято в плен. Всего из рейда вышло около 800-900 человек из всего корпуса. Корпус был практически разбит. Потери 7-го гвардейского кавалерийского корпуса за все время рейда составили более 7000 человек. Местные жители помогли перезахоронить генерала. Он был похоронен в селе Петровском Ивановского района Ворошиловградской, ныне Луганской области. Несмотря на это, в 1997 году украинский историк Маслов выдвинул версию о якобы пленении генерала. Любая историческая личность может рассматриваться с двух позиций. Исторический персонаж и исторический образ. Исторические персонажи, они складываются на основе достоверных фактов, достоверных источников. Исторический образ рождается через легенды, через воспоминания очевидцев, современников, через песни, через книги. Так вот, Минигали Мингазович Шеймуратов уже с советских времен давно народный герой. Исторические образы, они рождаются, создаются народом. Широко известна опера «Генерал Шеймуратов» на стихи Кадыр Даяна, музыка Загира Исмагилова. Известна театральная постановка Флорида Булякова, сценария, книги, очерки о Минигали Шеймуратове. Что касается присвоения высокого звания Героя России посмертно, это звание вполне закономерное, его можно назвать выстраданным. Огромное количество обращений со стороны республиканских властей, простых тружеников. Вот это звание, оно обусловлено реалиями военного времени, оно обусловлено всеми теми подвигами, которые совершил Минигали Шеймуратов в годы Великой Отечественной войны. Вырваться из окружения удалось немногим, но удалось сохранить знамя дивизии. После выхода из рейда командиром дивизии был назначен полковник Белов. До сей поры противоречивая историческая личность. А весной, летом 1943 года дивизия находилась в резерве. Ее переформировали, пополнили личным составом и вооружением. С прибытием пополнения в нее вошли представители 32 национальностей. Отныне она стала интернациональной. За всю войну наша дивизия прошла тяжелый, но славный путь. Боевые знамена наших земляков, овеянный славой побед, одержанных над врагом, под Сталинградом и на Донбассе, на Днепре и в Белоруссии, под Варшавой и в Померании. Славой своих побед, потом и кровью 16-я кавалерийская дивизия завоевала право называться гвардейской.